Друзья, рада приветствовать вас на моем канале. С вами Ольга Быстрова. И предлагаю вам расклад на 16-22 сентября для львов на 2019 год. Рассмотрим сферы отношений, работы и финансов. Верхние карты Таро покажут, какие шансы в каждой из сфер, а нижние карты Таро подскажут, какие действия лучше всего применить, чтобы максимально успешно решить все вопросы. И в конце достану цыганскую карту из цыганской колоды, чтобы прояснить ситуацию. Итак, первая карта. Какие шансы в отношениях для львов на эту неделю? Выпадает карта суд. О чем она может говорить для тех из львов, кто находится во взаимоотношениях, кто находится в браке? Суд говорит о том, что у вас начинается период какого-то обновления. Возможно, это обновление чувств. Возможно, обновление даже и жилища. Вот любого типа обновления могут проявиться в вашей паре, в ваших взаимоотношениях или повлиять на ваши взаимоотношения. А также эта карта говорит о том, что избавление происходит. Может быть, вы избавились от нужды денежной, может быть, вы избавились от каких-то недопониманий. В общем, все, что вам раньше мешало, на этой неделе может уйти. Скорее всего, будет пробуждение любви, таких высоких чувств. Это вообще карта больших перемен. И естественно, что перемены в отношениях, они всегда очень заметны. Кроме того, есть возможность загладить какие-то прошлые ошибки. Если у вас было какое-то недопонимание, обиды, можно на этой неделе простить и себя, простить человека, который участвовал в каких-то неприятных ситуациях. В общем, решить наболевшие проблемы. Может, конечно, эта карта говорит и о том, что если ваши отношения окончательно разрушены, то, скорее всего, вы захотите побыть в одиночестве, либо совсем разорвать отношения. Но при этом вы уходите не к другому партнеру, а просто остаетесь один. Вы хотите побыть в одиночестве, во всем разобраться, восстановиться и так далее. Что еще можно сказать? Вот, может быть, у вас перемены в семье будут связаны с какими-то крупными приобретениями, крупными выигрышами, может быть, наследство. Вообще по этой карте отношения должны быть стабильные, приятные. И знаете, вот каждый в отношении друг друга, он самодостаточен, самостоятелен. То есть вы как бы не вмешиваетесь в жизнь другого человека, вы не давите в отношениях, это очень хорошо. Давайте посмотрим, что скажут у нас цыганские карты, какой совет дадут, какую подсказку, какие события подскажут для тех из львов, кто находится в отношениях в браке. Выпадает карта девятка червовая, очень хорошая карта. Эта карта вообще символизирует любовь. Прекрасные, теплые, хорошие отношения, романтика, возвышенные чувства. И, скорее всего, даже если у вас отношения действительно уже практически пришли в негодность, то по этой карте вы можете их возродить, как-то поднять на новый уровень. Может быть, как раз уйдут те отношения, которые были неприятные, и возможно возродить любые отношения, даже те, которые вот на грани краха уже. Так что пользуйтесь этим временем, очень удачное время для того, чтобы решить все вопросы внутри отношений, внутри семьи. Что же эта карта говорит для тех из львов, кто ищет партнера своего? Отличная тоже возможность на этой неделе найти именно того человека, который вам по судьбе предназначен. И, скорее всего, вы будете прощаться вообще навсегда со своим одиночеством. Уже больше не вернетесь в него. То есть, вы знаете, вот эта карта для одиноких говорит о том, что вы наконец-то внезапно обретете пару.
Не просто пару, да, а идеального партнера своего. Не половинку, как говорят, да, когда люди дополняют друг друга, а именно пару, то есть когда вы оба самодостаточные, когда вы независимы друг от друга и в то же время хотите рядом быть. То есть это идеальные вообще взаимоотношения, возможные для тех, кто ищет партнера на этой неделе. И очень хороший человек может вам встретиться и самодостаточный, и обеспеченный, в общем, полностью доволен жизнью, такой счастливый человек, да, и вы рядом с ним точно так же. То есть вы не нуждаетесь, в принципе, в нем, вам просто любовь нужна, любовь всем нужна, но вы в ней не нуждаетесь, то есть вы не будете цепляться, да, вы будете оба просто радоваться жизни вместе, какие-то цели совместные осуществлять, может быть, у вас какие-то интересы совместные будут. И эта семья, скорее всего, будет создана на долгие-долгие годы. А давайте посмотрим, что цыганские карты говорят по этому поводу для тех, кто ищет партнера. Для тех из львов, кто ищет партнера. И выпадает у вас, так, валет пентаклей. Но здесь серьезно. Этот валет пик, пентаклей говорилось, валет пиковый предупреждает не вести себя наигранно. Не нужно стараться быть не тем, кем вы являетесь на самом деле. То есть вот что думаете, то нужно и делать, и говорить. Зачем это нужно? Чтобы привлечь именно правильного партнера. Потому что если вы будете как бы внешне наиграны, да, то есть не будете собой, вы привлечете как раз такого партнера, которого вы играете, а он не ваш будет. И будут страдать оба, да, в таких отношениях. И вы сами будете страдать, и человек, потому что он получил совсем не то, что ему нужно, да. Он как бы обманут. Вы и сами обмануты. То есть вы надеялись, да, как лучше хотели. В общем, обязательно нужно быть собой, чтобы привлечь правильного, идеального партнера. Вот если этому правилу изменить, то может быть вред и себе, и будущему партнеру. Давайте посмотрим сферу работы. Выпадает девятка мечей. Не очень радостная карта, да, серьезная неделя для тех, кто работает стабильно. Скорее всего, на работе будет не просто одна проблема, да, а цепочка проблем, они прям друг за другом могут идти. Могут быть потери какие-то, может быть даже и работы потеря, может быть и денег потеря, может быть штраф какой-то или еще что-то такое. И, знаете, осложниться может еще и тем ситуация, что вы не имеете вот готовых вариантов другой деятельности. То есть, во-первых, вам страшно потерять работу, да, из-за этого поэтому для вас это стресс. А во-вторых, даже если, допустим, вы ушли с работы, да, у вас нет возможности прямо сейчас же устроиться на другую. То есть вы не рассматривали такую возможность или рассматривали, но слишком так туманно, да, как бы у вас, может быть, варианты и есть, но ничего конкретного, определенного. То есть вы еще не понимаете, что вам делать дальше. Есть и положительный момент у этой карты такой, что, возможно, ваша работа вам не подходит, возможно, вы ее не любите, может быть, просто страдаете каждый день на этой работе, да, и вот у вас есть на этой неделе прекрасная возможность, отличная, уйти. Вот, может быть, вы поменяете как раз ее на такую деятельность, которая вам подходит, и вы будете просто счастливы каждый день ходить на новое место работы, будете радоваться. Может быть, вы, кстати, завершаете проект просто, какой-то большой проект, и тогда это время показывает, что у вас почти все готово. Остались лишь какие-то детали, и вы уже можете сдавать проект или запускать проект. Но, скорее всего, эти детали как-то не очень вам ясны. Может быть, из-за этого тоже переживаете. Может быть, вы не успеваете все сделать к сроку. Тоже такой вариант может быть. И поэтому беспокоитесь. И еще эта карта говорит о том, что, может быть, вы в какой-то момент раньше проявили нерешительность. Вам надо было действовать, у вас какой-то шанс был хороший, а вы его не использовали. И вот теперь возникают проблемы, которые приходится решать. И как решение ваших проблем выпадает семерка кубков. Она говорит, чтобы вы успокоились,
Вы выберите варианты решений, вы рассмотрите разные идеи, но на этой неделе вот лучше еще не делать никаких решительных шагов, не решать еще пока что. Вот просто ситуация еще как бы не готова, не созрела, не дозрела. Нужно поразмыслить, нужно обратиться, может быть, к знающим людям. Знаете, иногда очень хорошо помогает в таких ситуациях вот мозговой штурм, да, когда люди, единомышленники собираются, у них один вопрос, и они обмениваются мнениями, потом выбирают лучшее решение. Но все-таки на этой неделе лучше его еще не осуществлять, собирать варианты, все обдумывать и так далее. Что подскажет цыганская колода для тех, кто стабильно работает, и у кого такая ситуация на этой неделе? Что подскажет? И выпадает король червовый. Ну вот, правильно все. О чем говорит этот червовый король? Есть близкие, родные, друзья, которые могут вам помочь в этих вопросах. Или замолвить слово за вас, да, с кем-то поговорить. Или подать правильную мысль могут. А могут просто поддержать финансово, да, или просто поддержать морально, чтобы вы успокоились. Может быть, ваша семья может быть вам опорой просто в этот момент, в трудный. И, скорее всего, какой-то мужчина из вашей семьи или ваш очень хороший друг как раз вам окажет такую помощь. Если говорить о тех львах, которые ищут работу, на этой неделе, скорее всего, вам будет сложно. Скорее всего, будет проблемно найти работу, да, может быть, что-то кажется вам вот-вот где-то рядом, и все время что-то не получается, да, что-то срывается. Точно так же совет вам подождать, повыбирать еще, пригласить к решению этого вопроса своих близких, друзей, может быть, найти какое-то влиятельное лицо, которое могло бы вам помочь. Может быть, даже это кто-то из ваших родственников. В общем, нужно привлечь помощь, нужно, чтобы вас рекомендовали. Это самое лучшее, что может быть. И еще пока что не время на этой неделе делать окончательный выбор. Поищите еще, подумайте, попланируйте. В общем, это время как раз вам нужно для того, чтобы вы решили то, что вам делать. Может быть, вы вот точно так же лишились работы только что. Может быть, на этой неделе даже лишитесь работы вдруг. Или уйдете с работы сами по своему желанию. И как бы сразу не станете еще искать. Или начнете искать, но еще, может быть, не будет результатов. То есть, может быть, вот такой вот переход, да, из одного состояния в другое. Тоже такая возможность существует. Но тоже не переживайте, не спешите. Это время вам дано для того, чтобы вы хорошо все обдумали и приняли решение. Еще ситуация не созрела для того, чтобы решать эту проблему. Посмотрим, что цыганская карта скажет нам. Цыганские карты, они, конечно, очень хорошо подсказывают какие-то конкретные события. Если Таро – это энергии, да, предполагаемых событий, то цыганские карты – это сами события. Девятка бубновая – очень хорошая карта. Ну, в принципе, подтверждает то, что мы ранее говорили. Скорее всего, у вас приход денег на этой неделе. Это те львы, которые сейчас в поисках работы. Может быть, это зарплата с последнего места работы. Но хочу сказать, что это достаточные средства. И, скорее всего, вы сами ушли, потому что вас как бы никто, скорее всего, не увольнял. Скорее всего, вы просто сами приняли такое решение, потому что вас на прошлом месте работы, скорее всего, уважали и даже, наверное, с каким-то почетом провожали. То есть очень вас уважали на прошлом месте работы. И денег, в принципе, заплатили вам тоже, скорее всего, достаточно. То есть достаточные средства, чтобы некоторое время не беспокоиться о финансах, да, и найти подходящую работу. В принципе, тоже
неплохой вариант для тех, кто работу ищет, немножечко успокоиться, отдохнуть, обдумать все и уже затем с новыми силами, с какими-то яркими идеями приступать либо к поиску работы, либо к созданию собственного дела, там уже как вы решите. Следующая сфера – это финансы для львов. В финансах выпадает Луна. Вот все сферы, кроме отношений, у вас, конечно, немножечко такие напряженные, проблемные. Луна говорит о том, что доходы у вас нестабильные. Скорее всего, положение постоянно меняется. То много денег, то мало. Может быть, вы сначала транжирите, да, расходуете слишком, а потом не можете свести концы с концами. Может быть, вам занимать приходится деньги в долг. Скорее всего, эта карта говорит о том, что вы не умеете управлять своими финансами, что вам нужны знания в этой области. Может быть, есть какие-то скрытые обстоятельства или проявятся какие-то скрытые обстоятельства, на которые вы не рассчитывали и потребуют каких-то трат, выплат. Может быть, и какие-то ненадежные вложения. Вот знаете, на этой неделе, если кто-то вам будет предлагать вложить деньги в какой-то проект, будет обещать горы золотые, ни в коем случае не соглашайтесь. Отложите хотя бы до следующей недели. Скорее всего, это будет очень неразумное вложение. И еще, может быть, настолько у вас ситуация с финансами сложная, что вы думаете лишь о деньгах. Даже ночью, наверное, снятся вам эти возможные доходы ваши. Наверное, думаете, как вам лучше заработать вот достаточную сумму денег. Давайте посмотрим, что же говорит карта Таро для того, чтобы решить эту ситуацию. Ну, решение такое предлагается. На этой неделе будет какая-то возможность у вас для дальнейшего заработка. Она будет очень быстрая, быстротечная. Нужно среагировать, нужно быстро среагировать, да, и принять предложение или воспользоваться ситуацией. Кстати, может быть денежная премия какая-то или какой-то новый источник дохода. Но вот здесь именно нужно среагировать. Нельзя вот зависать и думать надо, не надо. Лучше сделайте, а там уже посмотрите. Не подходит вам, откажетесь. Но обязательно как бы вступайте в, как сказать, во взаимодействие, да, чтобы наладить ваши отношения, наладить ваши финансы, потому что у вас эта карта показывается как совет вам, как решение ваших проблем. Посмотрим, что говорят еще нам карты цыганские. Цыганские карты для улучшения финансов, для ситуаций, которые в финансах происходят. Так. Выпадает туз червовый. Ну и опять же идет одна и та же у нас информация. Туз червовый, семья, да, это такой семейный мирок, такой покой, умиротворение. Это помощь семьи. Скорее всего, у вас в финансах какая-то помощь придет от семьи. И, скорее всего, это будет в субботу-воскресенье. Это именно эти дни показывает эта карта. То есть в субботу-воскресенье у вас в любом случае вот эти с финансами какие-то вопросы решатся. И, скорее всего, это будет помощь родственников, помощь семьи. Может быть, это не только на этой неделе помощь, а может быть помощь в поиске работы, да, или может быть вас порекомендуют куда-то. То есть не обязательно деньги прям придут, да, а может быть просто какая-то возможность от родственников, которая будет иметь вот последствия именно для роста финансов. Если посмотреть на расклад целиком, то, в принципе, энергии достаточно. Они, может быть, просто немного хаотичные, да, но вот что хочу сказать, лучше бы добавить энергии земли и огня. Что это значит? Ну, во-первых, тем более, раз у вас сложности такие, будет наверняка нервотрепка. Нужно уделять внимание расслаблению, да, может быть, ванну вечером.
питание хорошее, какой-то выходные хотя бы отдыха на природе, да. Нужно обязательно что-то сделать для своего организма, чтобы он успевал расслабиться, чтобы он успевал переваривать вот эти все события, которые с вами происходят. Это раз. И огня как добавить? Ну, самое простое, да, на солнышке днем погулять, хотя бы там в обеденный перерыв, да, чтобы набраться солнышка. И желательно утренние, конечно, какие-то движения, зарядки, пробежки, просто ходьба, может быть, до работы пешком, да, чтобы чувствовать энергии, чтобы чувствовать ногами землю, да, вот что-то такое для того, чтобы у вас гармонизировались энергии, для того, чтобы все вот эти сложности, которые у вас ну, могут быть, да, чтобы они как бы растворялись, да, чтобы не имели никаких последствий для вашего здоровья, для вашей жизни. Дорогие львы, пусть самое лучшее из расклада сбудется. Желаю вам счастья, удачи. С вами была Ольга Быстрова. До новых встреч!